Приветствую, мои дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 29 июня. Это у нас среда. Мы с вами смотрим события дня для всех знаков зодиака. Начинаю я с Овны первые. Смотрим события для Овнов. 29 июня. События дня. Среда. Так, смотрим Овны. Дерево вижу, первое событие, приглашение. Книга, казенный дом, госучреждение. Посещение госучреждения. Выбор, колебания. Приглашение, выбор, идти, не идти, например. Цыпленок — это семейная жизнь, еще показывает детей. То есть событие какое-то будет связано с семьей, с детьми. Метла, ссора, может быть небольшая. Разлука. Временная. Чемодан показывает временную разлуку. Так, смотрим с вами горизонтали, вертикали. Горизонтали сначала, потом вертикали. Я проверяю крайние карточки. Есть совпадение или нет? Горизонтали нет, вертикали нет. 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 Не вижу я совпадений. Получается, у вас в этот день выпадает приглашение, выпадает посещение госучреждения, выбор. Вы стоите перед выбором, у вас будет общение с детками, у вас будет небольшая ссора и может быть еще расставание в этот день с кем-то. Прощание, расставание. Вот такие события выпадают Овны на среду. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к Тельцам. Так, смотрим Тельцы. (29 июня, среда. События дня для Тельцов. Тельцы. Солнышко у вас первое. Это радость, хорошее настроение. Верность. Гармоничные отношения в паре. Ну, если есть пара, конечно. Слезы. Могут быть даже слезы радости. Рядом выпадает. Корабль нельзя. Ножницы нельзя. Документ можно. Письмо. Письмо — это получение документа, получение какой-то справки, бумаги, иногда получение новости. Два сердца нельзя. Шарики. Ага, шарики нельзя. Видите, я вот не поставила. Хотела уже перевернуть, а нельзя переворачивать. Мгновенная новость.
Ну, это очень часто информация приходит либо по электронной почте, либо по телефону, смартфону. СМС-ка, да, какая-то. Успех. Подарочек нельзя. Чемодан, разлука. Угу. Так, смотрите, значит, что я здесь у вас увидела. У вас точно будет с утра очень хорошее настроение, будет весело, возможно, до слез. Все хорошо будет в паре, в личной жизни. У вас будет какое-то получение в этот день. Придет информация, новость. День будет очень успешный, удачный. Лавровый венок, да, это успех, удача. И еще может быть с кем-то расставание в этот день. На время, временное расставание. Вот такие события для вас, тельцы. Благодарю за внимание и перехожу к близнецам. Сейчас будем смотреть, что у близнецов. Близнецы. 29 июня, среда. Среда. События дня для близнецов. Покажите мне, пожалуйста. События дня для близнецов. Застолье первое у вас выпадает. Может быть, в этот день какое-то мероприятие. Подарок. Получение новости. Информации даже скорее. Это получение информации. Цыпленка нельзя. Друг. Общение с друзьями. Пустые разговоры. Ну, это, возможно, на застолье, да, то есть пустая болтовня. Смотрите, тайное свидание выпадает и друг. Возможно, какая-то тайная встреча будет с другом. Возможно, вы об этом, да, вот никому не расскажете. То есть что-то там, какой-то секрет будет в этой встрече. Так, проверяем, что здесь по горизонтали сначала. Крайние половинки. Горизонтали нет совпадений, вертикали. Смотрим шарики. Первое совпадение. Шарики — это очень хорошие новости, очень радостные. Дальше смотрим. Здесь мешочек нельзя. Вот, чашечку тоже нельзя было, потому что эта карта уже была зафиксирована. Колебания нельзя, тоже зафиксировано. Нет. Нет. И нет совпадений. Значит, у вас что выходит? Первое, какое-то застолье будет. Подарок получите или будете покупать. Тут уже не могу сказать точнее, да, то есть если это у кого-то, значит вы идете с подарком. Если это у вас какое-то мероприятие, к вам идут с подарками, тут уже вам будет виднее. Вы получаете новость, информацию, у вас будут пустые разговоры. В этот день будет общение с друзьями, возможно, какая-то тайная встреча с друзьями. И очень хорошие новости в этот день вы узнаете. Так что вот такой замечательный день у вас получается в среду. Все крутится вокруг общения с друзьями и застолья. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам.
Так, смотрим, раки, что у вас? 29 июня, вторник, среда, господи, среда, 29 июня, среда, события для раков. Покажите мне, пожалуйста, события для раков, 29 июня. Время. Смотрите, у вас выпадает будильничек, первое событие. То есть нужно будет обязательно следить за временем. Вы можете, да, либо опаздывать, торопиться, можете наоборот долго ждать. То есть будильник показывает какие-то сложности. Чаще, конечно, показывает опоздание. Скользкое дело. Заманчивое предложение можете получить, от которого лучше отказаться, да, потому что эта рыба всегда предупреждает об обмане. Приглашение. Видите, куда-то могут вас пригласить. Посещение госучреждения, казенный дом. Разлука, чемодан, пустые разговоры, победа, любовь. Все хорошо в личной жизни. Так, сейчас я еще посмотрю для вас горизонтали, вертикали. Цыпленок нельзя. Здесь нет. Нет, нет, нет. Друг нельзя, потому что обе карточки зафиксированы. Я не могу переложить ни одну, ни другую, да, сюда. Поэтому получается у вас что? Вам нужно обязательно следить за временем. Возможно, вам, да, вот в казенный дом надо быть на определенное время в какое-то госучреждение, и будильник предупреждает, что вы можете, например, опаздывать. В общем, следите за временем. Также вам сделают какое-то заманчивое приглашение, предложение, да, то есть, что-то вам предложат интересное. Но тут надо будет быть начеку, потому что рыба всегда подсказывает, что есть какой-то обман, есть какие-то подводные камни, да, то есть вас пытаются, как рыбку, да, поймать на крючок. Поэтому вот будьте осторожны с предложениями в этот день. Значит, дальше посещение госучреждения, приглашение, пустые разговоры, временное расставание с кем-то, победа, выигрыш, результат. И все хорошо будет в личной жизни. То есть у вас получается основная, да, масса событий хорошие. 2 предупреждения — это только следить за временем и следить за какими-то заманчивыми предложениями. Вот такая информация, раки, для вас. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к львам. Так, смотрим. Левушки. 29 июня. 29 июня. События дня для львов. Покажите мне, пожалуйста, среда, 29 июня. Среда, 29 июня. Так, левушки, смотрим. Среда. Что там у вас будет в среду? Сейчас посмотрим.
Сразу же первая выпадает какая-то деловая встреча, связанная с работой, с делами. Ожидание кораблик показывает. Возможно, вам придется подождать. Может быть, вы раньше человека придете на эту встречу. Или кораблик может показывать, что вы очень ждете эту встречу. В общем, какое-то ожидание будет. Застолье. Возможно, она будет где-то в кафе, в ресторане, да, то есть там, где можно будет пообедать, например. Очень хорошее настроение у вас будет на этой встрече. Но опять же, это если мы привязываем вот эти события к встрече. Возможно, встреча произойдет отдельно, а эти события, да, это, допустим, уже отдельное что-то. Успех, видите? Очень удачно, успешно пройдет все, поэтому у вас хорошее настроение. Приглашение. Получите какое-то приглашение. Цветочек нельзя. Выбор. Стоите перед выбором. И общение с каким-то очень важным, очень влиятельным человеком. Да, то есть человек в короне, имеющий власть, да, то есть в своих руках. Высокое положение, может быть, не знаю, в общем, какой-то очень важный человек. И вот у вас не будет общения в этот день. Или с ней, это может быть и женщина. Так. Горизонтали, вертикали я не увидела совпадения. Смотрите, значит, у вас получается первое событие – это встреча в этот день, скорее всего, деловая. Дальше идет ожидание, застолье, отличное настроение. Все очень успешно, удачно для вас складывается в этот день. У вас будет еще какое-то приглашение, вы будете стоять перед выбором. И будет общение с каким-то очень влиятельным, серьезным человеком также в этот день. Вот такие замечательные события у вас выпали. Девушки, все хорошие, ну, кроме ожидания, да, то есть придется подождать кого-то или что-то в этот день. Благодарю за внимание, перехожу к девам. Так, девы. 29 июня. Покажите мне, пожалуйста, события для дев. Среда, 29 июня. Смотрим, девы. У вас выпадает первое – это радость, отличное настроение. Неприятность может произойти, второе событие. Но в этой колоде я не могу вам сказать, это из-за вас или не из-за вас. То есть здесь нет разделения, непонятно. Поэтому на всякий случай будьте осторожны. Деловое общение будет еще в этот день. События в месяце. Событие, которое повторяется каждый месяц с вами. Может быть, даже в этих числах иногда. Ну, в конце месяца, скорее всего. Цыпленка нельзя. Замочек нельзя.
Друг, общение с друзьями. Хорошие новости очень. Приятные, радостные, позитивные. То есть как угодно можно назвать. И подсказывает, что эти новости, скорее всего, придут вам либо по электронной почте, либо по телефону смс. То есть это именно электронная, да, скажем так, новость. Сейчас я еще посмотрю горизонтали, вертикали. Может быть, найдем сейчас еще что-то для вас. Слезы нельзя. Колебания нельзя. Я больше не увидела. Значит, у вас получается в этот день отличное настроение с утра. Да, прям солнышко, вы очень довольны, счастливы. Затем может произойти какая-то небольшая неприятность, да, какой-то ЧП. Поэтому на всякий случай, чтобы ее избежать, постарайтесь следить за собой. Потому что неприятность — это просто наши какие-то ошибки. Да, что-то там не туда отправили, не взяли, забыли, потеряли. В общем, все, что мы периодически делаем. Поэтому, возможно, вот у вас будет деловое общение с кем-то, да, вы едете навстречу и забываете какой-то там документ, бумагу, да, что-то там забываете. И вот вам неприятность, пожалуйста, да, попадаете в пробку, да, и опаздываете, опять же, неприятность. Поэтому, в общем, ее всегда можно избежать, если постараться. Значит, дальше деловое общение. Возможно, вот это общение происходит каждый месяц, в конце месяца, потому что выпадает событие вместе. То есть то, что повторяется постоянно с вами. Дальше общение с друзьями. Отличные новости будут, скорее всего, вторая половина дня. И подсказывает, что эти новости, скорее всего, будут электронные, молния, да, то есть придут через средства связи. Скорее всего, так. Так что проверяйте хорошо почту, смс-ки читайте. Возможно, там будет какая-то интересная информация. Вот такая информация у меня для вас, девы, на среду. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок будут во второй части видео. Значит, как найти вторую часть? Первый вариант. Зайти на канал Таро Дома. Да, и там видео, оно будет одно из первых, это вторая часть. Второй вариант. Под этим видео будет ссылочка, там так и написано ссылка на вторую часть. Нажимаете, переходите, смотрите. И третий вариант — это оставить мне в комментарии запрос. И я вам обязательно оставлю ссылочку. Жду вас во второй части.